Добрый день. Абхазия продолжает отжигать. Помните, да, там чиновница высказала, что приезжают российские туристы с дошираками и не понимают экономику Абхазии. Но чиновница забыла, что ее зарплата целиком и полностью, на 100%, субсидирована из России. Это безоплатный долг. Вот часто братья наши меньшие, да, рассказывают, что говорят, Россия просто так ничего не берет, Россия берет потом в 10 раз больше. Вот я пытаюсь понять, что в 10 раз больше, например, у Таджикистана взяла Россия, когда простила ему долг за электричество в 25 миллиардов рублей, при этом повысив на большинстве территорий Российской Федерации цену за электричество на 18-20% и даже больше. Что ж такого дала эта республика Таджикистан России? Ну, кроме таджиков, да, которые у нас все, что движется. И не только. Ну, и крокус устроили нам, да. А мы им электричество простили, свет. Ну, в общем, хорошо, хорошая такая мысль. Вот. Ну и Абхазия. В общем, чиновницу-то уволили, помните, да? Там выявился новый борец за абхазскую экономику и не только. Александр Басария, председатель фонда кино Абхазии. Кто-нибудь помнит какое-нибудь кино из Абхазии последние 10 лет? Вот я, честно говоря, ну, напомните мне, может быть, я просто выпала из жизни, я не помню. А чтобы такое, что вах, и оно пошло по всему миру, или вообще куда-то там номинировался, или вообще там его скачивали пиратски, ну, чтобы посмотреть. Не помню вообще. Ну, возможно, я отстала. Так вот, Александр Басария заявил, что российские туристы, приезжающие в Абхазию, представляют угрозу для Абхазии. Я подозреваю, что это угроза экономическая, в первую очередь, для карманов самого Басарии. Потому что дальше он говорил о том, что российские туристы, ну, опять же, нищие. А что делать-то? Если деньги все Таджикистану, там, той же самой Абхазии дали, простили. А эти деньги кто зарабатывает-то? Вот россияне и зарабатывают. И вместо того, чтобы их тратить на себя любимых и отдых свой проводить в удовольствие, они едут с дошираками. К слову, вот там один дядька изобрел абхазский шоколад в пику бакинскому, вот этому дубайскому шоколаду. Да, вот как раз с дошираком. Ну и там топики были такие: клубника, малина, да, доширак он с этим смешал, естественно, все эти приправы повыкидывал. Ну а вот сами вот эти вермишельки, да, смешал и шоколадом залил. Не знаю, не пробовала, не видела, чтобы где-то и уже продавали. Но, возможно, он даже составит конкуренцию дубайскому шоколаду. Однако вернемся к Басария. Он заявил, что они приезжают, российские туристы, и вот они не ходят ни по музеям, они ни по ресторанам не ходят, ни сувенирку не покупают, но денег у них нет. Зато в Абхазии майнят. Вы выйдете ночью на просторы Абхазии, услышите, как там жужжат майнинги-то. И вы поймете, что это жужжат деньги этих российских туристов, которые не могут себе позволить привезти из поездки ни магнитик, ни покушать в ресторане, питаются неизвестно чем, портят себе желудки. Ну, сходить, приобщиться к чему-то прекрасному, экскурсии не покупают, опять же. Я уже не говорю про качество, да, туристических путевок и туристических маршрутов, которые есть в Абхазии. Это обнять и плакать, да, а вот, ну, то, что они высказывают, это, конечно, очень интересно. Видимо, этому Александру Басария очень быстро кто-то объяснил, что он не прав. Потому что буквально сразу появилось его опровержение. Я бы поставила сюда. Но в последнее время я даже не знаю, честно говоря, как я буду и как большинство людей будет работать с этими вещами. Дело в том, что YouTube новые правила вводит, да, для оригинальности контента, либо это видео не будет продвигаться. Поэтому я вам перескажу. А само видео можете найти
да, вот, например, Рускриминал его опубликовал. И вот он там говорит, да, конечно, в общем, я понял, что я не прав, это действует на наше, в общем-то, разъединение народов, да, ну, каждый может по-своему отдыхать, а он там говорил, что они там обособленные, они не хотят деньги тратить, да, вот, и говорит, ну, понимаю, что это создает проблемы в взаимоотношениях двух стран. Кстати, а кто кроме России-то еще много стран вообще признали Абхазию и содержат ее? Вот тоже такой интересный вопрос. Содержат фактически вот как дитя малое. Но они же все усатые, горцы. И, соответственно, значит, он там начал высказывать, что так делать нельзя, этим пользуются наши враги, ну, для того, чтобы раскачать лодку. Вот я сейчас, видимо, ее раскачиваю. А дальше у него интересная такая мысль, чтобы никаких выводов, орг-выводов из Кремля не поступило в отношении Абхазии, он заявил, что вот этот фонд кино – это частная структура, его личная. Поэтому, дескать, государственные структуры, они ни при чем. Не обижайтесь вы на них, это я во всем виноват. Серьезно? В общем, короче, простите, я больше так не буду. Но если бы это был один раз, 2 раза, 3 раза, на это можно было бы забить. Но это повторяется с регулярностью. Неприятной регулярностью, понимаете? От республики, которая целиком живет, вообще, она зависит целиком на 100% от России. Прежде чем вот какие-то, да, он там вот эти турфирмы, которые эти путевки продают, он их назвал какими-то олигархическими сектами или там сетками, или, в общем, чем-то таким. Вы же вот тоже мне, господа абхазы, везде пишете, не путайте народ с политиками, и вообще ваши олигархи хотят поделить нашу республику. Я вам хочу напомнить, что если республика вас не будет содержать, то вы очень быстро вернетесь к своим предыдущим хозяевам. И я думаю, что те хозяева, которые у вас были, они, вы знаете, не будут с вами соответствовать. И не то, что там договариваться с вами об инвестпроектах, да ни о чем договариваться не будут. Вас поставят просто в известность, что здесь будет вот это, а здесь будет вот это. И много ли абхазов останется на этой земле? Задумайтесь над этим в следующий раз, когда вот решите что-то высказать в сторону бедных российских туристов.